Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Здорово, опять-то. Да. Когда мы с тобой понедельник, по-моему, виделись, да? Подожди. Не скажу точно, потому что бесед много. Точно не подскажу. Мы с тобой вот как-то это... То ли пересеклись. Нет, подожди, или в пятницу мы с тобой. Если в пятницу, то стопудово я не помню, потому что в пятницу был у меня бильярд. Тут помню, тут ничего. По поводу пятницы вообще никаких вопросов жить не было. Ну, как-то на днях вот так. Ну, может быть, поболтали. Что как у вас? Тогда еще у тебя спрашивал, где твоя кружка, потом, на месте все это. Ну, так я... Что новенького произошло за эти дни? У нас эти опять бастуют трактористы. Ну, блин, значит, есть за что бастовать. Просто так же они пойдут, на эти... Допекли людей. Ну, значит, поджали, все. Главное, что там Владимир Ульянов второй не появился, а то это... Броневичок, трактор, как бы разница небольшая. Ну да. А, кстати, смотрел это в Ютубе, один умудрился, но это, видать, скорее всего, с ГДР. Он на К-700 прикатил, блин. Ну, это нормально. Нормально. Не К-700, К-701 у него был. К-700 это старый, а это К-701. Он даже на нем приветовал. Ну да. Я просто видел где-то в Америке, где-то что-то мужика допекли. Он сделал как из экскаватора там бронемашину и ездил там полгода. С бульдозером. Или с бульдозера, что-то такое, да. Ну. Ну вот если допекут, как бы, а если еще где-то есть русские корни, лучше, я думаю, с такими не связываться ребятами. Ну да. Как Жириновский сказал, трезвыми мы не сдадимся, а пьяными... Да, пьяным нам вообще по барабану. Нам земля покалит. Ой, вода покалит. А, кстати, как думаешь, Карлсон полностью интервью с Путиным выложит или что-нибудь обрежет? Ну, я смотрю, вроде как выложили, не знаю, как у вас. У меня уже информация, что уже больше 80 миллионов просмотров. Это он вообще-то, как я слышал, что он завтра хочет выложить. Уже сказали, это просто там короткая как типа вставка вот это. Ну там что-то около 5 минут, что такое. Да, 6 минут. Это около 60 миллионов уже просмотрели. Уже мне сказали, вечером я ехал где-то часов в 7 вечера, да, и было уже 76. Ну я вот тут, то есть это я не помню, днем я смотрел. А это вы специально заклеили футболку или? Нет, она такая. Это такой принт, просто думаю. Ну да, для меня это футболка, она ничего не значит. Не, домашняя как бы ходил, да, идет. Ну какие настроения еще, кроме бунтов? Завтра поеду подписывать антрак или как вот это, на пенсию. Я думал, на СВО. Не возьмут, уже старый, блин. Да. Меня уже 60 с лишним, я еще при Хрущеве рожденный, так что меня... Кстати, одного здесь встретил, он спросил меня, кто, говорит, такой Гагарин. Я говорю, он на засыпку тебе, ты, говорит, старый, но ты, говорит, кто, говорит, такой Гагарин? Я говорю, как кто? Летчик-испытатель. Он, точно. В первую очередь. Да, космонавтом он был потом короткое время, да. А вообще-то у него это летчик-испытатель. Ну как он и погиб, и как бы там непонятно, конечно, Стуевина было, ну.
А он мне представился, этот мужик, с которым я разговаривал, он представился, что он испытатель танков. Я ему задал вопрос, я говорю, слушай, а где находится гитара в танке Т-72? Минуточку. Будь добры, помедленнее. Я записываю. Что за гитара? Вот гитара, говорит, у меня дома висит. Ну и это слово за слово, я говорю, знаешь что? Я в учебке, я вышел сержантом, командир танка, блин. И ты, говорю, не знаешь, что такое гитара, испытатель, да? Да, не кутай лялю в одеяло, это называю. Есть. У меня тут тоже, когда где-то лезет, да я еще, ну, земля ему будет гвоздями. Я летчик туда-сюда. Говорю, скажи мне, как выглядит значок безаварийный налет часов? Ты же, говорю, ну, при СССР летал? Да, летал. Как выглядит значок? Да не было такого, слышишь? Ну да, я его тоже спросил. Сын авиатора, и я ж помню, что планочки менялись, там, 2000, 1500, где-то авария, планочку нафиг, значок нафиг, в сейф. И они же выпускались на Монетном дворе Москвы, по-моему, на Московском, потому что значок был номерной, и даже закрутка задняя тоже была номерная. Так, это было не хухры-мухры. Ну да. Где-то отцовский лежит. Ну, посмотри, сколько там у него, блин. Там что-то такое количество там на голову не натягивается. А сколько списывали часов? А слушай, они же еще из парашютов прыгали или нет? Прыгали, да. Ну, не знаю, батя прыгал. Ну, батя начинал с ДОСов, он начинал мотористом, ушел в армию. После армии вернулся, переучился, ну, отучился на Ан-2 и второй пилот потом. Я просто знаю, что у меня друг был, он, КВС, да. ну, он на гражданской тоже авиации был, но и они тоже с парашютов прыгали. Ну, наверное. Я не помню, сколько у отца прыжков было. Он говорил, ну, уже отца нету, блин, больше 30 лет. Я уже не помню. Как было такое. Ладненько, побегу дальше. Мира, добра, здоровья. Давайте, не болейте. Всех благ. Всего хорошего. 2 hours later. Нех нема. Как будто бы. Что как будто бы? Вопрос один, короче. У меня же, кстати, уже 3 вопроса появилось. Здравствуйте для начала. Привет. В процессе общения появилось, короче, 3 вопроса. Ну, там уже 2 вообще некорректных. Ну, хотя бы первый. Вот кто такой Юрий Гагарин? Да ладно. Летчик-испытатель. О, ты, кстати, второй, кто на это правильно ответил. Хороший мальчик. Я даже знаю, кто первый ответил правильно. Ты уже там все спалил? Конечно. Понятно. Контора пишет. Контора пишет. Я понял. Получается, вот танки кто испытывает, это кто? Вы хотите сказать, что вы танкист-испытатель? Нет, я говорю, кто танки испытывает, его как человека назвать? Что такое гитара в танке? Вот вопрос. Вы ж наповал меня бьете этим вопросом. Уже про гитару начали говорить. Дурилка картонная. Обмануть хотел. На Т-72? Да. Да. Понятно. Не прикольно. Почему? Прикольно. Не, вообще нормально, в смысле, в принципе. Тогда я вообще второй вопрос боюсь задавать даже на публику. Но это уже третий будет. Почему? Потому что первый был Гагарин. Кто такой, Потом. кто испытывает танки? Ну, жду третьего вопроса. Кто танки-то испытывает, ты же не ответил. Танки? Танкист. Танкист? Ну, Летчик-танкист? причем же летчик? Танкист. Испытатель танк. Испытатель танка, да? Да. Давайте как-нибудь, может, его назвать надо, мы же русские. Подождите. Кто
Какой Гагарин? Летчик-испытатель. Ну. А танки испытывает танкист-испытатель. Логично. Не правда ли? Че не А, понятно? танкист-испытатель. Да. А, ну и все. Великий могучий русский язык. Согласен. Я просто на публику не хочу задавать вопросы, короче. Какой? Третий будет вопрос, нет? Но я тоже люди. Не надо вот это. Но вот, я не надо. что сам вынудил. Угу, это не люди, это больные люди. Да. А, ну это все люди. Ну, Всё-таки ну а люди. кто? Это ж не звери. Я тоже думал. Это отклонение психики у людей бывает. Не такое. люди там, это не люди. Блин. Не. Это люди. Да, просто больные. Thank you.